Русский язык и литература. Класс 10. Тема нашего урока – Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил. Цели нашего урока – создавать высказывания на основе рисунков, графиков, таблиц, схем, диаграмм. Владеть стратегиями чтения, включая просмотровое чтение, сканирование и детальное чтение. Я писатель. В этом мое призвание. Сегодня будем говорить о писателе, который является автором многих сатирических произведений XIX века, известный под псевдонимом Николай Щедрин. А также прочитаем с вами его повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил. Ознакомимся с литературным справочником на странице 194. Дадим определение понятиям: аллегория, сатира, гипербола, Эзопов язык. Михаил Евграфович Салтыков родился 27 января 1826 года в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии в семье богатых помещиков. Дом, где жили Салтыковы, огромный, неуютный, похожий на серую коробку, стоял почти на голом месте. За барским имением на многие версты тянулась равнина, покрытая хвойным лесом и болотами. День в имении обычно начинался с окриков, побоев и издевательств над крепостными и над детьми. В семье полновластно господствовала мать Ольга Михайловна, вышедшая из богатой купеческой семьи. Мать, как и отец, Евграф Васильевич, воспитанием детей не утруждала себя, все ее силы были направлены на приобретательство. Внешне Михаил был похож на мать, неуклюжий высокий мальчик со строгим лицом, на котором выделялись большие выпуклые, не по-детски суровые глаза под густыми бровями. Он то замыкался в себе, то поражал всех необычайной живостью и бесшабашным озорством. В такие минуты даже угрозы матери не могли остановить его. Братья и сестры не очень любили маленького Мишу за прямоту и резкость суждения о них, за смелость и независимость характера. Миша рано пристрастился к чтению. Когда ему исполнилось 10 лет, мать отдала его в Московский дворянский институт, где он сдал экзамены сразу в 3 класс. А в 1838 году его, как одного из лучших учеников, направляют в Царско-сельский лицей. Товарищи называли Салтыкова насмешливо умником, но это не мешало им признавать его бесспорные способности. Они даже провозгласили его Пушкиным своего курса. Стихи Салтыкова печатались в крупных журналах того времени, библиотеке для чтения и современники. В лицее Салтыков встретился со своими единомышленниками. Он познакомился и подружился с Буташевичем Петрашевским, лицеистом старшего курса, и горячо полюбил творчество раннего Герцена, великого Белинского, и до конца жизни считал себя их учеником. Неверно подданного чиновника, а непримиримого врага самодержавия получило царское правительство в лице Михаила Салтыкова, окончившего лицей в 1844 году. Прошло много лет, а произведения Михаила Салтыкова-Щедрина до сих пор интересны и актуальны. Задание по биографии писателя. Проанализируйте биографическую справку, составьте хронологическую таблицу. Задание 251 на странице 192. Ребята, произведение написано в жанре сатирической сказки. Из художественных средств писатель использует сарказм и гиперболу. Сказка непростая, иносказательная,
предназначенное для мыслящего и думающего читателя. Писатель в сказке осуждает не только бессмысленную жизнь генералов, но и долговечное крестьянское терпение и чрезмерную покорность русского народа. Несмотря на то, что в произведении употребляются сказочные выражения и обороты, написана сказка необычным эзоповским языком, языком намеков и иносказаний. Таким образом, сказка, под которой скрыта ужасающая действительность, помогла ему, автору произведения, иносказательно выразить свое отношение к важнейшим проблемам того времени, как социальное неравенство, злоупотребление властью, жизненная несправедливость. Ребята, задание по произведению. Прочитайте сказку в хрестоматии. Выпишите из текста строки, характеризующие мужика и генералов. Сравните персонажей. И ответьте на вопрос, в чью пользу сравнение и почему. Следующая работа – это работа с иллюстрацией к сказке. Ответьте на вопросы. Какой эпизод изобразил художник? Найдите в тексте цитату, соответствующую иллюстрации.